Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам! Вы на канале Чечен Синдром. С 30-х годов и до развала СССР, основной ареной борьбы за свободу были места заключения. В тюрьмах и лагерях СССР сидела значительная часть нации. Там и проявляли чудеса героизма и жертвенности такие заключенные, как Эмиша Гучигов, к примеру. В одном из магаданских лагерей группа озверевших заключенных собралась расправиться с 26 чеченцами. Половина из них были люди пожилого возраста и больные. Эмиша с 10 чеченцами, вооруженными заточенными штырями, вышел навстречу толпе и произнес речь. После этого с именем Всевышнего бросился в атаку. Началась самая настоящая жестокая бойня. Некоторые уголовники от страха бросились в запретную зону, где их начали косить со сторожевых вышек из пулеметов. Старики и инвалиды были спасены малыми жертвами. Погибло 7 чеченцев. Эмиша был легко ранен. И таких эпизодов было множество. О справедливости и уме Эмиши ходили легенды. Он жестоко пресекал беспредел в чеченской среде. И здесь заканчивался его национализм. Зная это, его приглашали на разводку в особо запутанных конфликтах даже воры в законе. В июне 1994 года из Владивостока в Грозный прилетел частный авиалайнер специально за Эмишей. Его попросили развести конфликтующие стороны, так как местные воры в законе и прочие авторитеты не могли распутать одно дело и найти выход. Эмиша полетел и развел все по справедливости. Эмиша был красивым и сильным мужчиной даже в преклонном возрасте. Его внешний вид был очень привлекателен. Он одевался в самые дорогие фирменные костюмы, носил генеральские сапоги из хромовой кожи высшего качества, так называемые комсоставские, вечно начищенные до блеска. Сапоги были вдеты сшитые по спецзаказу галифе из лучшей в то время шерсти. Белая батистовая рубашка, черный галстук на золотой булавке с бриллиантом, кожаный черный френч. Все это венчала чеченская национальная папаха, что говорило о принадлежности, которой Эмиша очень гордился. Единственного сына Альберта воспитывал не щадя. Учил быть справедливым ко всем народам и религиям. Все смелые и справедливые люди на земле одного типа, племени, всегда говорил Эмиша. Эмиша Гучигов, насколько мне известно, умер после Первой Чеченской войны, в возрасте 60 с лишним лет. Да помилует его Аллах. Друзья, ну а на этом все. С вами был Чечен Синдром. Всем мира и добра и до новых встреч.